Да. Сегодняшняя наша тема посвящена медиаграмотности и цифровой безопасности. Получается, на сегодня мы думаем, что эта тема очень актуальна и именно для депутатов местного кеңеша, для органов местного самоуправления и просто для членов местного сообщества. С вашего разрешения тогда кыргызча, орусча өтө берелик. Если какие-то вопросы есть, просьба большая останавливать нас, задавать вопросы. Ну, больше мы будем, наверное, с вами обсуждать, там, как вы это понимаете. И для нас очень важно будет активное участие. Прежде чем начать наше мероприятие, я бы хотела поздравить Джанару, да, она недавно стала депутатом местного кеңеша, то есть, получается, у нас есть и депутаты, которые в апреле избрались, а на сегодня Джанара только что стала депутатом местного кеңеша, и как раз-таки она будет активно вести, да, работу с избирателями, и мне кажется, надеемся на то, что вот этот тренинг будет полезный и для всех депутатов, и для новоизбранных. Ну, желаю вам удачи, успехов. Тогда начнем. Наша сегодняшняя, тогда я демонстрацию экрана включу. Да. Слушаю. Можно воспользоваться в случае, да, уважаемые да. коллеги, кто только что присоединился, пожалуйста, в чате пройдите регистрацию, укажите, пожалуйста, фамилия, имя, откуда вы, чем занимаетесь и контактные данные. Пожалуйста, спасибо. Так, сейчас я открыла, и нет, ничего не получается. Сейчас я попытаюсь. Демонстрация экрана. Видно? Видно, Нургуль? Да, видно. Да. Спасибо большое. Уважаемые участники, давайте начнем с того, что в каком мире так получилось, что без держа паштаток. Вот что видно на картинке? Можете сказать, кого мы видим, что он делает? Сегодня у нас такой интерактивный тренинг. Да. Человек на руках с телефоном. На руках телефоном, да. Ну, что это дает нам? Какую информацию? Можете поделиться? Вот человек с телефоном, где он, что, к чему? Как вы думаете? В селе, по-моему, информацию получает, в соцсетях, может быть какие-то сайты посещает. Здорово, вы очень хорошо сказали. На сегодня мы, получается, произошла всеобщая медиамобилизация. То есть человек, который вы видите на картинке, он живет, наверное, где-то в горах, при этом, да, он очень информирован, правильно сказали. Человек в руках что держит? Можете сказать? Он держит смартфон, да, и как раз вы правильно заметили, он читает информацию социальных сетей, скорее всего, да, или где-то, то есть он просматривает, он информирован. То есть вот это реалии нашей жизни. Правильно же ведь? Например, сегодня я не вижу с вами там ни Джанара, ни Гульшада Эджико, ни другими участниками, но на сегодня у нас такая получилась возможность, что через смартфон, да, или через телефон, через компьютер вы смогли присоединиться, мы обмениваемся информацией. То есть вот это наша реальность. Вот это первая картина. Так, теперь давайте посмотрим второе. Как мы раньше получали информацию, уважаемые участники? Мурдаханты малумат алчелек. Вот кто были постарше, можете поделиться? Как мы получали информацию раньше? Гульшадечика, включите. Ага. Включите камеру. Звук включите, Гульшадеча. Я вас слышу? Не слышу. Раньше мы получали только через телевизор и радио, а на сегодня можно уже как бы более доступные стали через телефоны, через смартфоны. Вот. Хорошо, спасибо большое. Уважаемые участники, медиа раньше, она была вот такая.
нужно было готовиться, специально команда была, да, команда дикторов, для дикторов готовили информацию, собирали с разных точек. Вот такая специальная команда, она готовила весь материал, подготовленный материал, вот ТАСС сообщает, смотрим, да, то есть вот эту информацию как раз таки нам читали, рассказывали. И, пожалуйста, последняя картина. Получается, на сегодня ничего не нужно, вот таких подготовительных работ, то есть получается в любом месте через использование разных инструментов мы можем просвещать людей, рассказывать новости. Получается, вот мы стали вот на сегодня, вот это наша реальность, в любом месте мы получаем любую информацию. Вот здесь картина мы хотим поделиться, вот это было раньше. То есть нужно было готовиться. Представляете, какое оборудование необходимо было. Теперь давайте с вами пообсуждаем, как вы думаете, уважаемые участники, почему мы сегодня стали говорить о том, что нужна медийная грамотность и цифровая грамотность. Можете поделиться, почему это для нас сегодня стало, почему мы стали сегодня говорить об этих вещах? Слушаю. Уважаемые участники. Да, Жанар. Азыр деген билем, телефону жок адам жок болуш керек. Все пользуются телефоном. Азыр даже медицинада, билим берүүдө баары эле ноутбук менен иштегенди билиши керек, уже талап ушундай. Бардык кишилер телефон менен колдонушат, бардык кишилер интернетке киришет, в соцсетях зарегистрированы, умеют писать комментарии. Все сейчас мобильные стали. Все мобильные. Все. Хорошо. Вот вы знаете, все стали... Да, Гүлшенчик. Ага, кыскасы заман талабы болуп атат да. Правильно. Айла жок, билбегендер үйрөнүш керек болуп атат. Мына секинаста үйрөнүп атабыз. Хорошо. Миң үйрөнсөк деле кичине бирдекелер калып кетет экен. Правильно. Унутат экенсиң. Хорошо. Керек, бул заман талабы. Хорошо. Вы знаете, вы очень хорошую вещь сказали, Гүлшеде и Жанара, да. У нас на сегодня стало очень много информации, да, очень много информации, разных источников получается. То есть получается, и Гүлшеде, последнее слово вы очень хорошо отметили, что на сегодня нам нужно научиться, важно быть, во-первых, медийно грамотными, получается, и цифровую вот эту технологию, как использовать, тоже мы должны быть очень грамотными. Теперь давайте пообсуждаем, да, почему для нас важна медиаграмотность. Эмне үчүн бизге аябай өтө керек болуп атат да. То есть информации очень много, разных источников. Сегодня смартфон открываете, компьютерды открываем, источников информации. То есть очень много информации разных сторон, да. То есть получаете информацию очень много. И как вы думаете, почему сегодня для вас, как депутату местного кеңеша, как члену местного сообщества, как работнику Айлюкмату или мэрии городов, почему для нас важна медиаграмотность? Как вы думаете? Айтып коюңуз. Ага, я дополню. Да, давайте. Почему для нас? Биз ар бирибиз өзүбүздүн аймагыбызда ар түрдүү иштерди аткарып атабыз да. Мисалы эл менен жолугушуп атабыз. Кандайдыр бир иш чараларды өтүп атабыз кыз келиндер арасында. Мына ошону элге кеңири жеткирүү үчүн ушул телефон бизге аябай жакшы жардам берип атат да. Муну биз биринчиден группаларга айдайбыз, экинчиден Instagram кайдайбыз, Facebookка чыгарабыз. Ошол аркылуу элдер биздин аткарып жаткан иштерибиз менен кабардар болуп атышат да. Ошон үчүн мындан дагы татаалыраак телефондун функцияларын үйрөнүшүбүз керек экен. Биздин билгендерибиз азыр жетишсиз болуп атат. Ой, хорошо. Да, Гүлшеде, прям вам, мне кажется, в точку попали, да, на самом деле, да. Туура айтып атасыздар. Анткени биз артта калып кетет экенбиз, жаңылык айта албай калат экенбиз. Анан информация жеткире албай калат экенбиз, анан жаңылыктардан калып кетип, ушул иш чаралардан, баягындай проекттерден калып кетет экенбиз да. Кабарсыз калып кетет экенбиз. Алганыбызды элге жеткире албайт экенбиз да. Хорошо.
Медиаграмма, эти мен айтайын да. Надо все вместе. Хорошо, спасибо большое, да, Жанар? Медиаграмотность деген это совокупность навыков и умений, вот, которые нам мы же с разных источников получаем информацию. Одновременно в соцсетях, например, несколько блогеров пишут, несколько вот этих журналистов разные информации пишут. Медиаграмотность деген біз ошол алып жаткан маалыматты анализ кыла алышыбыз керек, ошонун чын төгүнүн билип туруп жайылта алышыбыз керек, жазып атканда да ошонун контентти карашыбыз керек да. Различные форматтарда информация бар. Кече, например, бир кызды өлтүрүп коюшту, органдары жок деп, какие-то WhatsApp сообщения, акча таркатышты деп шайлоодун алдында. Ушундай маалыматтарды биз анализ кыла алышыбыз керек да. Медиа грамотность деп, ошол биздин сабаттуулугубуз медиа. Да. Уважаемые участники, урматтуу катышуучулар, вы правильно сказали, вы правильно заметили. Можно я просто тогда резюме сделаю, который что сказал? Во-первых, очень много информации, уважаемые участники. Очень важно определить себя как информатора, да, то есть как вы информацию получаете, как вы получаете. Можно выключить, уважаемый участник, кому-то можно выключить, Нургульчика, можно посмотреть у кого-то, да. Уважаемые участники, вы правильно заметили, мы на сегодня, вот медиапространство, да, мы получаем информацию, то есть мы получатели информации, и в то же время мы стали незаметно распространителями еще информации. И как член, получается, здесь очень много депутатов, депутаттар келип атасыздар, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери келип атасыздар, сиздер официалдуу кызматта туруп атасыздар да, то есть мурда эгерде сиздер жөнөкөй эле жаран болуп жүргөн болсоңуздар, а на сегодня вы стали официальным лицом, и получается, вы получаете информацию, и в то же время вы распространяете эту информацию. И очень важно, уважаемые участники, не только вам, я считаю, себе тоже, нам нужно быть очень медиаграмотными для того, чтобы в этой сфере работать. Теперь давайте вот этот, можете сфотографировать или потом, может быть, Нургүл сиздерге ушу маалыматтарды жөнөтүп коет. Биз азыр апробация кылып атабыз бул материалдардын бардыгын, анан келечекте мен ойлоп атам кыргызча которгонго аракет кылабыз. Карап көрсөңүздөр, урматтуу катышуучулар, өтө маанилүү нерсе. Биз маалыматтарды берип атканда, маалыматтарга көңүл буруп койсоңуздар, буреки цифраларды, статистикалык маалыматтарды берип атканда, кайсы источниктен берип атасыздар, ушу маалыматтарды ушундай бергенге аракет кылыңыздар, биз үйрөнүп атпайбызбы? Карап көрүңүздөр, дүйнө жүзүндө получается, количество пользователей на мобильной связи в мире достигло 5,127 миллиард адамга. То есть получается практически 67% от общей численности населения на сегодня мобильной связь-то колдонот. То есть получается, сиздер теги Акжарда жашап атам, же болбосо теги Бишкекте жашап атам деп бизе, же болбосо Чүйдүн бир айылында жашап атам деп ойлоп атканыбыз менен, на самом деле мы, получается, в числе вот этих 67% адамдардын арасында биз мобилдик байланышты пайдаланып, биз башкалар менен маалымат алмашып атабыз. За год количество пользователей интернета увеличилось на 250 миллиарда. Сегодня получается жыл боюнча эсептесек, это 6-6% түзүп атат экен. Сегодня интернетте 4,280 миллиард адамдар бүгүн интернет менен колдонуп атат экен. Получается, социалдык медиада, социалдык тармактарда 1 миллиард адамдан ашык адамдар жүрүп атат экен. Получается, в настоящее время в мире насчитывается 4,48 миллиарда пользователей социальных сетей. То есть получается, бүгүнкү күндө 57% всего мира населения, они пользуются социальными сетями. То есть получается, биз ошо эки колдонуп аткан адамдардын арасында дагы Кыргызстан ичинде сиздердин айылдык аймактарда ошол жакта жүрүп атат. Теперь давайте вот именно просто посмотрим, можете сфотографировать, кандай болуп атат. Бул Кыргызстанда 2021 жылга карата январь данныйлар экен. Смотрите, 3,5
3,320 миллион адам болып отырған болсақ, интернетті қолданып жатқан, получается, жылына интернет қолданушылардың саны 8,5%-ке жоғарылап жатқан. То есть получается, на сегодня количество пользователей интернета, то есть в Кыргызстане тоже растет. И теперь, пожалуйста, Мореке картинаны қарап көріңіздерші, что разное. Можете комментарий бере аласыздар вы? Мир уже, вот этот мир, который мы представляли до этого, да? Уважаемые участники, можно ваше внимание? Что мы видим? Вот первая картинка, я вот прям показываю. Что здесь видно? Что здесь отличается? Да, Жанар? Гүлшөлежеке, Сурма. Вот здесь что можно отличить? Вот эту картинку и вот эту картинку. Можете сказать? Уважаемые участники, урматтуу катышуучулар. Да, Сурмажеке. Жана толкунду айтып атасыңарбы? Жок, Мореке, могу сүрөт көрүнүп атабы? Вот это первое, да, получается, она разная, да. Сейчас получается вот картинкалар кичине өзгөрүлүп калыптыр да. Вот маалымат эмнени берип атат деп ойлойсуздар, Мореке картинка. Чоң айтып алайынчы азыр көргөнүм жок. Чоң айтып алыңызчы картаны. Карта мира, Да, получается карта мира, да, она разная, в разных цветах, да, илгери бизге берип аткан, да. И сегодня вот эта карта мира, она там несколько цветах. Биздин алаканыбызда тургандай эле экен да, биз бардык жер жүзүнөн маалымат алып турган сыяктуу экен да. Ой, туура айттыңыз. Получается, смотрите как, бүгүнкү күндө, если раньше карта мира вот разными цветами, да, дойти, вот просто надо было там смотреть, там где-то услышать, да, получается. А сегодня мир стал вот таким. Вот это, смотрите, вот это көк сүрөт, көкпенен капталган, вообще вот это социальные сети, да, социальные сети практически захватили весь мир, да, в таком смысле. Вот это голубое пространство, көк болуп көрүнүп аткан, бул Фейсбуктун, Facebook получается. То есть потихоньку социальные сети биздин дүйнөбүздү, дүйнө шарын, бүт барын алып атат деген сөздү киргизип атат. То есть получается, сиздер, мен дагы вот это социальный неменин маалыматтын бир булагы болуп калдык да, биз маалыматтарды алып атабыз оңой эле, и маалыматтарды берип атабыз. То есть мир уже изменился, мы должны это понимать. Мы обратно уже онлайн, мондай жолугушуулардан маалыматтарды социалдык тармактардан алгандан кийин биз кайрадан мурдагы форматка, Мореке биринчи көрүнүп аткан форматка кайрадан бара албайт экенбиз. И сегодня, пожалуйста, Facebook аябай медиа пространствонун бардыгын алып атат, и сегодня алар өздөрүнүн атын метод деп атап атышат. Вот официалдык маалымат медиа лоу кейджи деген бар, ошол жактан дагы сиздер карасаңыздар болот. То есть получается, социальные сети, они занимают абсолютно все. То есть мы через это общаемся и так далее. И на сегодня, смотрите, урматтуу катышуучулар, эгерде бизде именно оператордар, ар кандай операторлар тандап алып атабыз. Бул жерде картина показывает 6,5 миллион адам боло турган болсо, смотрите, бизде ар кандай мобилдик операторлар аркылуу 10 миллиондон ашык адамдар ушундай байланышта турат экен. То есть получается, очень у нас распространенная, да, ар кайсы операторлар менен ар кайсы байланыштарды колдонуп атабыз. Теперь смотрите, кайсы Кыргызстанда, кайсы социалдык тармакты Кыргызстанда биз колдонуп атабыз. Кайсы экен, урматтуу катышуучулар, Кыргызстанда? Очень распространенный. Твиттер. Да, получается, Твиттер, я не знала, что Кыргызстанда 49% был Твиттер экен, Фейсбук 18%дан, ну, практически 19% экен. Пинтерестти карайт экенбиз, Ютубка кирет экенбиз, Инстаграмга өтө эле аз биздин адамдар киришет экен. Теперь, урматтуу катышуучулар, так, я передаю слово Нургуль. Нургуль, вы продолжите, да? Ты медиа боюнча кичине маалымат берип койбойсузбу? Тут официалдуу массалык маалымат каражаттары кандай экен? Ошолор жөнүндө Нургуль айтып берсин. Нургуль, вам? Нургуля, вы на связи?
Да, коллеги, на связи. Да. Здравствуйте еще раз, кто только присоединился. До начала своей части я хотела бы попросить тех, кто только зашел, присоединился, пройти регистрацию, пожалуйста, в чате, укажите свою фамилию, имя, контактные данные, муниципалитет и род занятий, то есть чем вы занимаетесь, да? Урматтуу катышуучулар, саламатсыздарбы? Жаңы бизге ким кошулса, сиздерден чоң сураныч чатка өтүп, өз аты жөнүңүздү, эмне кызмат кыласыз, эмне менен алектенесиз, кайсы айыл аймактан же шаардан чыгып атасыз, жана байланыш маалыматын көрсөтүп койсоңуздар. Рахмат. Анда биздин презентациябызга ылайык кийинки бөлүгү бул что такое медиа? Медиа деген эмне? Жалпы эле биз мурда калганбыз, жалпыга маалымдоо каражаттары, ММК, СМИ, средства массовой информации, мы привыкли, что медиа это относится только к официальным СМИ. Но в последнее время такой тренд пошел, что под медиа мы подразумеваем все средства социального общения, да, виртуального в том числе. И вот медиа, да, это такое обширное понятие, здесь пишется, включающее в себя разные средства коммуникации, способы передачи информации. То есть медиа бул жалпы эле ошол эле мессенджерлер. Мессенджерге эмне кирет? Бул Facebook'тагы мессенджер бар, же болбосо WhatsApp мессенджер, анан кийин соцтармактар деп да аталбай калды азыр, социалдык медиа деп айтылат. Анан биз мисалы көнүп калган жанагы жаңылыктарды күндө бир нече жолудан кирип жаткан маалымат агенттиктери дагы, алар расмий түрдө жалпыга маалымдоо каражаттары деп таанылбаса дагы, алар ошол социалдык медиага жана жалпы эле медиа деген категорияга дагы кирип кетет. Ошондуктан бул жерде биз бүгүн сөз кылып жаткан медиа сабаттуулук бул абдан маанилүү нерсе, анткени биз аны сиздер да түшүнөсүздөр, бирок негизгиси биз кээде мисалы жана медиа сабаттуулук бизге эмне себептен керек дегенде, бул биздин күнүмдүк жашообузда, анткени азыркы мезгилде бизде абдан көп маалымат бар. Действительно, в наше время очень большой поток информации мы получаем каждую, ежесекундно, да, буквально. И мы должны уметь научиться различать, где манипулирование нашим сознанием идет, где действительно реальность преподносится, где, может быть, искажение информации или недостоверная информация. Но как это различить? Потому что есть такое понятие, как фейки и фактоиды, да? Факты, может быть, да? Факты, мы знаем, да, что это такое. И вот в медиа то, что дается, не всегда. Можно назад? То, что в медиа дается, у нас, вот смотрите, каким путем мы получаем новости, да, ну или любую информацию, да, это цифровой способ, интерактив или мультимедиа. То есть интерактив – это коммуникация, да, диалог, может быть, или общение просто. А цифровой – это то, что мы с помощью различных гаджетов, тот же мобильный интернет, который сейчас у нас получается на 6,58 миллионов человек, 10 с лишним миллионов, кто пользуется мобильным интернетом. Вот мы получаем с помощью наших ноутбуков, гаджетов, да, всяких устройств. И мультимедиа – это вот то, что включает интерактивные все первый, второй. Это видео, новости, всякие аудиозаписи и все такое. И вот это вот то, чем мы живем на сегодняшний день. Поэтому мы должны научиться различать. Более того, скажу я вам, что в Канаде медиаграмотности вообще уделяют очень большое внимание, потому что данный предмет уже, оказывается, вводится в начальную школу. То есть, чтобы дети смогли различать правдивость той или иной информации, и чтобы они умели уже перепроверять факты и проводить самостоятельный анализ. Ошондуктан, урматтуу катышуучулар, мисалы жана жогоруда айтып кеткендей, Канадада мисалы мына азыр маңдайыңыздарда турат сүрөттөр, медиа сабаттуулуктун эмне пайдасы бар? Бул Канадада кичинекей жалпы эле мектеп балдарына да бул сабак катары киргизилип жатыптыр медиа сабаттуулук, анткени алар кичине мезгилден тартып эле кайсы маалымат чын, кайсы маалымат төгүн, ошону ажырата билиш үчүн аларга ушул көндүмдөрдү үйрөтүп, ошону андан ары пайдаланганга ушул сабактарды киргизип жатыптыр. Мындан сырткары медиада бизде этика деген түшүнүк бар, жалпы эле медиада гана жалгыз эмес, бирок башка чөйрөлөрдө да бар, бирок медиада бул этика деген бар. Мисалы, өзүңүздөр деле жана мессенджерлердин жардамы менен адатта түрдүү маалыматтарды чынтөгүнүн билбей эле, мисалы, бириңерден бириңерге жиберип коесуңар, ар түрдүү аудиозапись болобу, видео болобу, андан кийин же болбосо жаңылыктар болобу, кандайдыр бир маалымат болобу, анан сиздер мына жерде көрүп тургандай этика деген түшүнүктү бул абдан жогорку орунга коюш керек да, даражага, анткени бирөөнүн кайгысы, бирөөнүн ушундай
эгер кандайдыр бир ушундай жаман нерсе болсо, мисалы, ошону жанталашып сөөткө тартып, же болбосо андан ары таркатып, ушундай бул түшүнүк, маданият, этика деген да болуш керек да, кандайдыр бир чектөөлөр да болуш керек. Ошону карманышыңыздар керек. Кроме того, коллеги, в медиа, в любом нашем интерактиве, в любой нашей коммуникации, в каждой ежедневной жизни, да, мы должны помнить о том, что существует такое понятие, как этика. То есть те же самые сообщения, аудио-видео, да, сообщения, медиа-сообщения, которыми вы обмениваетесь, пересылаете или распространяете, это все необходимо вначале удостовериться в достоверности этой информации. То есть сейчас очень много, то, что Джанара до этого упомянула, очень много получаем мы большой поток информации через медиа, особенно это в группах родителей, да, в группах, рабочих группах, распространяется и дальше. То есть вы получаете, и мы, конечно, понимаем, что это от лучших побуждений, да, хотите помочь, хотите кому-то там подсказать и все такое, но вы, пожалуйста, до того, как вы получили, осознали, то есть поняли смысл, да, в чем, от кого вы удостоверитесь, насколько это достоверная информация, да, когда она была вообще выслана и кем, от кого вообще источник, первоисточник, кто, где и когда это было. То же самое касается и социальных медиа. То есть на Facebook очень часто мы видим пересылаемые сообщения, посты, но, например, пропал ребенок, да, или там, не знаю, что-то наподобие этого, да, но при этом или требуется помощь, да, там какому-то больному ребенку, но при этом мы, например, очень часто не смотрим, не обращаем внимания на мелочи. То есть этот пост был создан в 2017 году, да, то есть, не знаю, год назад, 2, 3, 5 лет назад, да. Поэтому мы, например, это от лучших побуждений, конечно, пересылаем, но, пожалуйста, просьба обращать внимание на такие мелочи даже. Кроме того, в социальных медиа или вообще в нашей жизни есть сейчас такое понятие, как hate speech, да, это с английского слова, hate – это ненависть, speech – это речь, вот, это язык вражды, проще говоря. Язык вражды – это кастык тили, кыргызча айтканда. Бул тууралуу бул жерде көрүнүп турат, Мыкты аймак gov.kg порталында дагы бул тууралуу атайын колдонмо бар, практикалык колдонмо. Сиздерге кызык болсо ошого кирип таанышып койсоңуздар болот. На портале Мыкты аймак KG есть раздел библиотека, там размещено руководство практическое на тему язык вражды. Если вам будет интересно, можете пройти и ознакомиться. То есть это то, чего мы должны избегать в общении в медиа, в социальной сфере, да, то есть как необходимо себя вести с тем, чтобы не получить то же самое в свой адрес, да, что следует делать, что не следует делать. То есть, потому что вы должны помнить о том, что, вам следует, конечно, помнить о том, что любой след в интернете, он никуда не денется. Даже если вы свой аккаунт закроете или страницу закроете, это все остается в памяти, то есть на общем сервере. Поэтому вам необходимо помнить об этом. И, естественно, это будет зависеть от многих факторов. То есть до того, как мы поймем, что медиаграмотность это прежде всего затрагивает вопросы критического мышления, глубокого анализа всей информации, да, и качества подаваемого продукта, его правдивость и достоверность. Мы должны все это проверить, но при этом мы, естественно, понимаем, что мы зависим от многих психологических аспектов, то есть в том числе это традиции, культуры, да, менталитет наш, воспитание, среда нашего обитания и так далее. Естественно, это все накладывает свой отпечаток, поэтому надо быть крайне осторожным и внимательным, когда вы что-то комментируете, что-то постите или просто пересылаете, да. И любой, даже ваш негатив может, может от лучших побуждений даже то, что вы делаете или пишете, это может быть, возможно, это может быть неправильно понятым. И есть ведь разные ракурсы, да, то есть то, что кажется вам нормальным или хорошим, может оказаться для кого-то не совсем. Хорошо, Нургуль, продолжу я, да, Нургуль? Ага. Так, уважаемые участники, теперь давайте, от чего зависит, уже Нургуль баштады, во-первых, нам нужно очень критическое мышление включать, да. Теперь давайте, урматтуу катышуучулар, вот это, что не так. Уважаемые участники, перед вами карта,
Вот две карты я вам покажу. Что не так? Какая карта правильная, неправильная? Уважаемые участники. Жанара, сурмай жекелер. Қарап көрсеңіздер. Да. Вот какая Евразияның картасы немені тетірі и Южный Американың картасы дағы тетірі и месталары алмашып қалып тұр. Алмашып қалып тұр. Американың картасы. Ақа, бұл жерде не болып тұр? Бұл карта қандай екен? Бұл жерде дағы немені Африканы тура емес жайғаштырып тұр. Европадағы тура емес. Тура емес болып қалды. Хорошо, урматтуу катышуучулар, кимде кандай ойлойт? Вот что не так? Вот две карты я вам показываю. Что не так? Так, урматтуу катышуучулар, вот эта карта и следующая карта. Вот что не так с этими картами? Вот в этой карте что неправильно? Тура емес берип атат, А вот эта карта какая? Бұл турале карта. Так, урматтуу катышуучулар, есть другое мнение? Вот тура эместен сырткарыдан. Саламатсыздар. Да. Верх ногами турат го дейм, первая карта. Не болуп атат? Америка деген ошо одна вот эта нижняя правильно низ карап турат, но ее тоже она перевернутая. Она перевернутая, да, получается, перевернутая. Какая из них правильная? Вот нижняя. Нижняя правильная. Хорошо. Так, хорошо. У кого другое мнение? Давайте посмотрим. Мы говорили о том, что для нас очень важно критически мыслить. Да? Давайте, говорите, что не так? Что и как. Вообще, по-другому, как мы можем сказать? Вот две карты, нам дали две карты. Давайте ваше мнение. Да, так. Что? Можете еще по-другому сказать? Вообще, Ширеки, слайд-то что вы заметили еще? Нет? Су көп қалған. Хорошо. Вы знаете, уважаемые участники, одна деталь. Нургуль айтып атпайбы, деталь. Вот здесь что написано? В углу читайте. Что это? Көрдүкпү? Не деп жазылып турат? Мир глазами жителей Австралии. Правильно. Вы знаете, вот карта она одна и та же. Австралия, где? Вот Австралия. Уважаемые участники, вот эта карта мира Австралияның студенттерине, окуучуларына ушинтип өтүшөт. Түшүнүп атасыздарбы? То есть получается, да, нам кажется, но вот эта карта мира у нас обучают. Түшүндүңүздөр, для нас карта мира вот такая, и вот Кыргызстан где-то мы вот здесь, нам кажется, что Австралия находится вот здесь. Как будто вниз мы на них смотрим. Вот так нас обучают. То есть информацию мы воспринимаем вот так. А для австралийцев карта она одна и та же. А здесь австралийцы вот так их обучают, что Австралия вот здесь и да, другие вот так. То есть получается информация передается по-другому. То есть другого ракурса, по-другому. То есть информация она одна и та же, но мы по-другому воспринимаем. Теперь давайте, уважаемые участники, вот здесь что не так? Это цифра 9 для кого-то, а цифра 6 для кого-то. Как вы думаете? С разных ракурсов видит человек. Правильно, уважаемые участники, на сегодня очень важно каждый человек, уровень образования, уровень подготовленности. Вот этот человек видит вот эту циферку как шестерку, вот этот человек видит как девятку. И вот этот человек, который девятку видит, он рассказывает, как? Он о чем рассказывает другому? Он утверждает, что это цифра 6, а он... не понимает, говорит, что это 9.
что это 9. Правильно, правильно. То есть, уважаемые участники, когда вы получаете информацию, да, когда вы читаете информацию, очень важно, да, с какой точки зрения человек вам дает информацию. Даже информация может точек зрения. И разный человек, да, журналист болу, ким болуы, алар бардығы разных точек сіздерге маалыматты берет. Поэтому нам очень важно быть очень медиаграмотными. И теперь давайте, что у нас есть на сегодня. Вот критическое мышление. Мы обязательно информацияны оқыватқанда, урматтуу катышуучулар, как депутат, как член местного сообщества включаем наше критическое мышление. Очень важно. Это система суждений, которая используется для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позволяет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять полученные результаты к ситуациям и проблемам. То есть получается любая информация, мы на эту информацию критически смотрим. И очень важно. Теперь давайте, какие нерселер бар по жизни, ну там поле, да, есть дезинформация. Бұл некен урматтуу катышуучулар? Это намеренная ложь и искажение фактов. То есть бүгүнкү күндө правильно тетири маалыматтар, бул маалыматтар аябай келип атат. Можете привести пример из практики уж дезинформацияга? Это намеренная ложь, это искажение фактов. Айта аласыздарбы? Мисалы айта аласыздар дезинформацияга? Мисалы азыркы мына өткөн шайлоону деле айтсак, бул баардыгы автоматташтырылган, баардыгын туура эсептейт машина, ошого карабастан туура эсептөө шайлоо, биздин голостор урдалды деген маалыматтар кетип атат да. Мен мисалы ушуга толугу менен каршымын, бул мындай болууга мүмкүн эмес. Да, хорошо. То есть получается, какой-то вытаскивает информацию и намеренно, да, заблуждает этип элдерге маалымат берип атат. Хорошо. Жакшы мисал. Да, и получается, элдер, вот эту информацию мы принимаем, при этом не включаем критическое мышление и дезинформацияга ишенип атабыз. Это очень важно. Уважаемые участники, как депутаты, как члены местного сообщества, активисты, ушуларга карашыңыздар керек. Экинчиси манипуляция. Это внушение неправдивой информации людям ради конкретной выгоды. Сиздер көпчүлүк убакта биз манипуляцияга дуушар болобуз. Можете привести пример? Давайте. Приводим пример. Когда нами манипуляция жасап атышат. Можете? Давайте коронавирус менен байланыштуу маалыматтарды айтайлычы, так, чтобы такой не политическая ситуация не обсуждать. Вот коронавируска байланыштуу, сиздер жергиликтүү деңгээлге байланыштуу вот неправдивая информация. Когда вы считаете, что бизде манипуляция кылып атат элибизде? Можете привести пример? Айрым адамдар өздөрү эле ушинтип, ой бул оору жок оору, анан муну албай коюш керек, алсаң сен түрдүү момдай эрте 2 жылдан өлүп калат экенсиң деген маалыматтарды элге таркатып, WhatsApp'тан да ушуга окшогон маалыматтар келип атат да, анан элдер ушуга ишенип вакцинациядан баш тарткандар көп. Вот выгода какая уже таркаткан кишилерге? Чтобы, да, мүмкүн калп эле мындай дестабилизация кылыш максаты болушу мүмкүн да. Хорошо, хорошо, аябай жакшы. Теперь пропаганда – это распространение намеренно искаженных взглядов или аргументов одной из сторон. Пример бере аласыздар пропаганда. Вот пропаганда укмуш жүрөт бизде, билесиздер, то есть и средства массовой информации и так далее. То есть кайсы убакта намеренно. То есть биз дегенчи урматтуу катышуучулар жанагы массалык маалымат каражаттарын карап туруп маалыматтарды окуп атканда, ну теперь давайте я вам пример приведу, ну любой-нибудь там открытие детского сада болот атат бир жакта, вот идет информация, просто средства массовой информации, алар айтат, очень такой открытие детского сада, ну, пример, ну там давайте Бешик Джонда болот атат, и у журналистов пригласили, и при этом открывает детский сад депутат парламента деп коелу. Ошонун сүрөтүн чыгарып и маалымат берип атат. Вот здесь что пропагандируется, вот в моем примере? Можете сказать, как эмнени пропаганда кылып атышат алар? Урматтуу катышуучулар, или сами можете привести пример? Уважаемые участники, да.
пропаганда. Деген Nike'та ушундай распродажа болуп атыптыр. Распространите ссылку, чтобы получить нужная информация. Да, хорошо. Пропаганда кылганда бир өзүбүзгө тарапты алыш үчүн, то есть получается одна и та же информация разных точек берип атат да. Если какая-то сторона хочет өзүнө башка элдердин мнениясын алыш үчүн ошого көбүрөөк көңүл буруп коет да. То есть получается депутат, да, он открывает детский сад и хотят пропаганду сделать на его работу, он полностью средства массовой информации получается вот эта информация. То есть это одностороннее, да. А если нам нужно, да, вот именно детский садты ачып атканда эле депутаттар сиздер өзүңүздөрдүн салымыңыздарды коштуңуздар, жөнөкөй эле жарандар салымдарды кошту. Если вы хотите вот с этой точки информацию тоже дополнительно дать, вам нужно вот стремиться, да, вот эту информацию давать. Это очень важно. То есть именно ушу поле, да, дезинформация, манипуляция, пропаганда бар экенин биз билишибиз керек болуп атат. Так, я сейчас передаю обратно слово Нургуль, да, жана фактоиттер боюнча, фейктер боюнча айтып коесуңарбы? Нургуля? Да, коллеги. Да. То, о чем мы начали говорить до этого, да, в первой части, то есть факты и мнения, да. Факт – это, как само слово говорит за себя, это вот особое предложение, да, фиксирующее эмпирическое знание, утверждение или условие, которое может быть верифицировано. Ну, это, конечно, научный термин, научное это определение. А в целом это то, что доказано, чем можно, с помощью чего можно доказать, да, что есть действительно. Ну и мнение. Мнение – это может быть мнение любое, то есть объективное, субъективное, в зависимости от нашего отношения личного, да, может быть, от нашего восприятия, эмпатии, симпатии или что-то в этом роде. Но при этом то, что мы говорим, при этом мы не должны позволять, особенно когда мы общаемся, да, своему мнению, именно чтобы оно было таким субъективным. Особенно, когда вы что-то повествуете или пересказываете, или какую-то информацию, да, доводите до своего собеседника, необходимо, чтобы ваше мнение осталось при вас. Да, во многих соцсетях, соцмедиа говорят, страница мой, что хочу, то и пишу. Но при этом необходимо помнить, что то, что вы здесь пишете, или, может быть, пересылаете, да, там, комментируете как-то, это может, ну, грубо говоря, потом вам аукнуться, да. Поэтому это будет, ну, более детально мы это рассмотрим завтра. Это вот вторая часть нашего тренинга «Цифровая безопасность», да. А сегодня вот необходимо нам просто понять, что есть фейки, фактоиды, факты и мнения наши, да, это вот основные направления, которые, ну, основные понятия, скажем так, понятия, которым мы должны руководствоваться, когда мы будем общаться или там будем коммуницировать со своими собеседниками, может быть, виртуально, даже может быть лицом к лицу, да. Вот, поэтому если то, о чем я говорила до этого, если вы увидели или получили какое-то медиа-сообщение, да, пусть это будет видео, пусть это будет аудио, да, или там скриншот какой-то, пожалуйста, удостоверьтесь, насколько это достоверная информация, прежде чем отправить или перенаправлять это кому-то еще. Потому что помните о том, что очень обычно, ну, в 90 случаях, первоисточник невозможно вообще определить, выявить, а за распространение можно получить реальный срок. Вот, поэтому наказание, да, это обязательно. Распространение, у нас есть, да, такое понятие законодательства, распространение ложной информации или там каких-то вот разжигания межрелигиозных, межэтнических там каких-то конфликтов и так далее. Поэтому за распространение могут, естественно, привлечь, вам придется ответить, да, если что. А первоисточник очень часто просто невозможно найти. И это тот случай, когда вот фейки необходимо нам различать, где правда, где ложь. Просто, простыми словами. Да, Джанара, это правильно, это уже ответственность. То есть когда в тот момент, когда вы пересылаете это сообщение, это уже ответственность на вас возлагается полностью.
Здесь вот научная грамотность, интеллектуальная грамотность, социальная. Это вот еще разные виды, да, грамотности в том числе. И медиа, да, вы продолжите, да? Да, я продолжу. Теперь последний так, урматтуу катышуучулар, давайте для прояснения, то, что мы там, чтобы информацию очень не забивать, мы попытались. Давайте, вот мондай маалымат бар экен, иликтөө мигранттар арасындагы радикалдаштыруу 1% гана түзөт. Вот такая информация пошла. Вот вам нужно будет сейчас просто с экрана посмотреть, телефонов, компьютера. Вот это правдивая информация. Вот такая информация к вам пришла. Определите, она правдивая? Будем распространять. Джанара, Сурмаджике, давайте смотрим. Урматтуу катышуучулар. Вот это правдивая информация? Жок, туура эмес. Туура эмес маалымат, кантип сиз билдиңиз? Эмнеси туура эмес? Эмнеси туура эмес? Кайсы жери туура эмес? Вот давайте. Обоснуйте свой ответ. Эмнеси туура эмес? Радикалдашуу деген, алар иштегени барса, эмне үчүн алар радикалдашыш керек алар? Эмне үчүн алар радикалдаштырыш керек? Максаты эмне ал жакта? Хорошо, максат эмне, хорошо. Кто по-другому еще думает? Давайте, включайте свое критическое мышление. Что не так? Или правдивая эта информация? Дальше пойдем распространять. Детали смотрим, все смотрим. Источники, наверное. Надо источники смотреть, да? Хорошо, надо. Так, если источники будете смотреть, что будете смотреть? Нужно смотреть на официальные источники, например, Статкомитет или официальные какие-то материалы с МВД. Или, Хорошо. То есть, получается, официально маалыматтарды карайсыңар, если вот такое. Но вот это медиада уже маалымат чыкты. Или где-то вам разослали эту информацию. Что мы еще смотрим? Правильно. Вы, урматтуу катышуучулар, вы вот эту часть сказали. Жазылганды. Кто обратил внимание на фотографию? Фотография. Урматтуу катышуучулар, вот именно в этом примере. Колун көтөрүп, мындай каршымын деген сыяктуу болуп атат да. Бирок мен мындай маалыматтарды такыр карабайм и распространять этпейм. Молодцы. Вы знаете, здесь вот практически пример кылып койдук. Смотрите, вот эта фотография не соответствует к информации. Вот эту фотографию в другом месте сделали. На сегодня фотографии можно проверить. То есть вот эта фотография не относится к теме. То есть это не достоверная информация. То есть не спешим. Мы просто сейчас учимся, да? Теперь давайте. Вот эта информация, что не так? Вот Минобороны предложила закрепить дедовщину в армии на законодательном уровне. Достоверная информация. Мы здесь все указали. Достоверная информация. Урматтуу катышуучулар. Говорим, не стесняйтесь, мне кажется. Мы же учимся. Достоверная информация это. Что это? Что не так? Да, Сурмаджике, Гульшода Джике, давай. Недостоверно, наверное, недостоверно. Недостоверно. Почему вы так решили? Тем более, бардыгын деле, даже эмелерде деле телефон бар да. Не то, что даже жаңы армияга баргандарда деле бар да. Муну тартып койсо алардын келечеги эмне болот? Бул жалган болуш керек. Мен карабайм деле. Хорошо. Внизу есть ссылка, написано, надпись есть, что все тексты на этом сайте представляют собой пародии на реальность и не являются реальными. Все, правильно. На детали обращаем. Эжеке, молодцы. То есть получается вот это панорама пап дегенче, атайын сайт бар экен, ал сайтта пародии делают, понимаете? Они просто в качестве... Это тоже информация. Эти пародии, они не являются реальными. А бирөө жарым ушу панорамага кирет дагы маалыматтарды силерге талкатат, ана айтат, ушул сайт бар экен, мен сайттан эле алдым, это правильно, это достоверная информация деп. А башкаларга таркатса элдер ушуга ишенет. Хорошо? То есть правильно сказали, нереальная ситуация. Теперь давайте следующее. Вот это, что не так? Прям все указано здесь, что не так. Достоверное, недостоверное. Здесь процент указано, да? Да.
Ага. Ну, здесь все на телефоне, здесь достоверная, а там что написано, маленькие буквы. Хорошо, сейчас здесь... же... Так, Гульшатечек, сіз уже жақсы үйрене баштадыңыз. Что не так? Вы сказали, здесь информация идет, и здесь что идет еще? Фотография. Фотография идет. Да. Женщина, мужчина, молодежь, и здесь еще показывает разные народности. Гульшатечек, молодцы. Дошли теперь, наконец-то. Здесь фотография не относится к информации, не соответствует, правильно? То есть на детали. То есть если начнете распространять, фотография это не то. Правильно. Хорошо. Следующее. Это достоверная информация? Это достоверная. Как вы определили? Потому что сейчас во время ковида это новое, свежее. Кто-то заходит, здесь это в масках. Так, хорошо. Гульшатечек, спасибо большое. Вот здесь мы указали, смотрите, источник, официальный источник, медиаисточник Кабар KG. Заметили? То есть на детали. Если вам ссылка приходит, рассылка приходит, вы обращаете на фотографию, на текст, да, получаете, и официальный на текст и официальный источник, то есть где вы можете посмотреть и потом пересылать. То есть для чего мы это говорим? Гульшатечек, вы же депутат, да? Да. Вот понимаете, вы сегодня саяси кызматкерсиз. Если какая-то информация geht отца, люди воспринимают эту информацию не от Гульшада Иджикен, а от депутата местного кеңеша. Понимаете? Туравы, то есть вы получаете, вы распространяете информацию от официального лица. Поэтому будьте очень осторожны. И завтра, куда бирса, мы встретимся, мы продолжим наш тренинг, да, и очень важно. И вот про эти вещи, как вести, да, как работать в социальных сетях, как вести работу, как обезопасить, как должна быть цифровая безопасность, об этих вещах Нургуль нам очень хорошо расскажет, как фотографию размещать, какая она должна быть, как подписываться, как вести работу и так далее. То есть мы думаем, что вместе с Нургуль мы расскажем. Так, что мы можем... Да, давайте дополняйте. У нас вчера в нашем районе был зарегистрирован пожар в частном доме. Начали уже... Фотографии уже были выложены. Пострадавшая женщина тоже бетинен тартып туруп аны дагы кетирип коюштур. Анан кээ бирөө в ужасе, кээ бирөө ар кандай информациялар туура эмес дагы кетип калып атышты. Ошондо бир житель нашего района попросил: эже, сиз эми активист эмес белеңиз, вроде помогите, колдон келген жардамды берсин, могу счетко которуп турсун дегенде, уже бдительные стали люди. Говорят, если счет өзүнүн намына ачылган болсо, биз которобуз. Ар кимдигине ачылган картага которбойбуз деп башташты. Анан кийин биз ошо сиз айткандай, биз эми кичине цивилизациянын кишилери болгон шартта ошондой туура эмес информацияны бөлүшүп, эртең күнү уят болуп калбастан, биз дагы ошол информация канчалык деңгээлде туура жана так экенин билип алып, анан бөлүшүшүбүз керек экен. Я это для себя взяла. Молодцы, спасибо. Молодцы, здорово. Вы знаете, еще один момент. Жанагы Нургуля айтып кетпеди на этику. Уважаемые участники, вот это любую фотографию, которую будете фотографировать, да, она пострадавшая сторона. Вот сидим, пример Далальча, она пострадавшая сторона. Вы разных сторон, вы ее фотографируете, понимаете, разных сторон. Фотография Голденстардахы вы высылаете. Вот эта фотография, ее, да, положение, будь бардығы шуреке пространствода қалып қалады, урматтуу катышуучулар, и нужно быть очень этичными. Когда тоже фотографируете, когда высылаете, какие-то данные тоже даете, надо быть очень-очень-очень осторожными, потому что этим тоже карап көрөбүз. Вот эта вся информация, которую вы распространяете, которую вы фотографируете, которую вы даете, то есть фотографиялар кантта жазаш керек, эртең Нургуль бизге айтып берет, көргөзүп берет. Очень надо быть очень-очень осторожными. Когда выкладываете даже себя,
Да, айва жақсы айттыңыздар, потому что ал киши кыйналып атса, силер сүрөткө тарттыңар, аны жөнөттүңөр, кишини в каком положении жөнөттүңөр, понимаете? А это все она останется, и какой-то распространитель ошол эле фотографияны кийин алат дагы, башка маалыматка салат дагы, она берип баштайт, хорошо? Очень-очень осторожно. Теперь давайте чек-лист мы сделаем в конце, на что нужно обращать внимание. Помнить мы должны. Кто это написал? Обязательно обращаем внимание, потому что тот человек, который вам отправил, за это ему ничего не будет, но распространять вы будете. Можем ли мы проверить это медиа? Обязательно источники бар бекен же жок бекен. Если у него выходные данные, можно ли их проверять, да? Ссылаются ли на это медиа другие источники? Очень важно найти. Источники информации, на кого ссылаются журналисты, насколько мы можем доверять источники. То есть обязательно маалымат берип атканда, ал сиз берген источнике вы доверяете и так далее. Нужно обязательно смотреть. Подтверждается ли эта информация в других источниках, соответствует ли действительности фамилии, должности с материала. И очень важно, включаем логику. Еще обязательно, вот этот немен кошып койдук, обязательно смотрим на, как мы можем эту информацию проверять. И очень важно, да, проверять. И бүгүнкү тренингтен давайте сделаем только один вывод. Информацию, когда к вам приходит, смотрим, критически анализируем. После того, как мы уже удостоверились, что источник правильный, мы начинаем пересылать. То есть бүгүнкү күндө коронавирус показал, коронавирус убагында биз баарыбыз врач болдук. Туурабы, Гүлшат эжеке? Баарыбыз врач болдук. Мы друг друга себя лечили, мы друг друга лечили, понимаете? Да, близких мы лечили, рецептами делились. То есть получается, за какой-то промежуток времени мы все стали врачами, экспертами. То есть так не должно быть. Почему очень пространство жашаваткандан кийин нам очень важно быть грамотными членами местного сообщества, включая депутатов местного сообщества. Урматтуу катышуучулар, могу презентацияны биз Я. Кошуп койбуз Гүлшат эжеке, да? Эмеде простой карапайым эл болуп туруп эле мындай депутат болуп калсаң, өзгөрүү чоң болот экен да. Госслужбада мына көп жылдар иштедим, анда деле жоопкерчилик чоң болот да. Бирөө жагын сүйлөп атабы. Анан бир карапайым элди сөздөн көрө депутаттыкына ишенет экен да. Бизде 2 эсе 10 эсе десем деле туура эле болот. Жоопкерчиликти сезип туруп, анан ушул информацияны жөнөтүш керек экен да. Наоборот, биз ушул информацияны токтотушка аракет жасашыбыз керек экен. Анткени эл бизден көп нерсени күтөт экен, анан бизге ишенет экен да. Ушул ишеничти жоготуп койбош үчүн биз более грамотно болушубуз керек экен. Ушу менин оюм. Хорошо, Гүлшат эжеке, чоң рахмат. Урматтуу катышуучулар, спасибо вам большое. Извините, можно, Айнура? Да. Гүлшат эже, рахмат, абдан сонун нерсени айттыңыз. Сизден сураныч каттоодон өтпөптүр. Сиз өзүңүз жөнүндө биз цитаталарга керек болот. Ошондуктан өзүңүз жөнүндө жазып койсоңуз чатка. Жеминде деле айтсаңыз болот, Мындай айтып анан кийин бул жерде дагы Элмар Жеңишбек деген да gmail.com өтпөптүр. Бегимжан сураныч каттоодон өтүп коюңуз. Фарида жана Миңдайым. Сизден сураныч чатка мен жазып койгула анда. Абдукаримова Гүлшада. Абдукаримова Гүлшада, Ырыс айыл өкмөтүн местный кеңеш депутаты. Байланыш номериңиз? Социальная комиссиянын төрайымы, мугалиммин. Байланышка номерим 0557 05 48 84. Рахмат чоң. Бегимжан Элмар Жеңишбек деген ат менен кирген телефондон катышуучубуз, өзүңүз жөнүндө айтып койсоңуз. Фарида, сизден сураныч жазып койсоңуз. Же айтыңыз, биз жазып алабыз. Хорошо, урматтуу катышуучулар, жазып же айтып коюңуздар чатка. Так, Бегимжан жазды. Бегимжан очень рады. Вот, Бегимжан, сизге как раз таки у вас сетьтерди ведете разные в социальных сетях, бизнес свой ведете. Завтра как раз поговорим, да.
как обеспечить. Завтра тоже в это время, да? Да, завтра во сколько, напомните, Нургульчка? Да, завтра по этой же ссылке в то же время, то есть с 10 мы вас будем ждать. Хорошо. Меңдаймеже рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Так, урматтуу Ал Зура катышуучулар. деген, кечиресиз, Зура деген жаздыңыз беле, Зураны мен көрбөй жатам. Зура, сизден сураныч, сиз да өзүңүз жөнүндө жазып койсоңуз. Так, урматтуу катышуучулар, башкаларга да айтып койсоңуздар, эртең биз социалдык тармактарда кантип санариптик безопасность, коопсуздукту камсыз кылабыз, ошо жөнүндө сүйлөшөбүз. Урматтуу катышуучулар, эртең дагы кириңиздер, эртең улантабыз. Бүгүнкү катышкандарга чоң рахмат. Эгерде сурооңуздар болсо, азыр бериңиздер. Немени маалыматтарды болсо биз азыр салып жиберебиз. Бар жок туура эле түшүнүктүү болду. Жакшы, рахмат сиздерге. Гүлшат эжеке, башка депутаттарга дагы Кыргыз Айылдык аймагынын берип коюңуздар, айылдык кеңешине сураныч, башкаларга дагы айыл өкмөт кызматкерлерине кызыкса, ссылканы дагы таштап коюңуздар, эртең дагы кайталаганга аракет кылабыз сиздер менен биргеликте. Анда сурооңуздар жок болсо, саламатта калыңыздар, эртең ушул эле убакытта сиздерди кайра күтөбүз. Нургуль, у вас есть еще? Спасибо всем участникам. Нет, спасибо пока большое. нет вопросов. Да, Спасибо, спасибо большое. Спасибо огромное. Было очень приятно всех вас слышать. И те, которые показались, очень приятно было видеть. До свидания. До свидания всем. До свидания, Гульшидечка. Спасибо большое. Других тоже приглашайте. Жанар, спасибо, Айнуреже. Да, Джанара тоже очень рада была. Меңдаймеже всем. Спасибо. Да, зовите других наших школьниц тоже. Говорите, пожалуйста. Ждем вас завтра. Да, завтра урматтуу катышуучулар социалдык тармактагы коддоруңарды, если ким хочет поделиться, ошолордун баарын ала келсеңиздер, сиздер тармактарда какую деятельность ведете, тоже посмотрим, сделаем включим критическое мышление, посмотрим, как нас воспринимают другие. Хорошо? Завтра будет еще интереснее. Ждем вас. Саламатта калыңыздар, урматтуу катышуучулар. Давайте, до завтра.